Это уже 4-й по счету семинар в рамках образовательной смены, который проводится в Центре одаренных детей «Олимп». Стартовал он в начале этой недели. На этот раз на курсы повышения квалификации съехались учителя физики с различных школ региона. Отличие олимпиадной физики от школьной на примерах объясняет Никита Бейлин, преподаватель летней олимпиадной школы Московского физико-технического института, еще и член регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Значит, давайте считать, что это вот идеальная половинка окружности. Требуется найти путь. Ну и тут понятно, что это задача именно для тех, кто понимает, что площадь под графиком – это путь. А дальше дети начинают вспоминать, ага, площадь круга – это πr квадрат. С какими подводными камнями, то есть сложностями, может столкнуться участник на олимпиадах, спикеру хорошо известно. Семинар он проводит как для педагогов, так и для школьников. Для детей, которые никогда олимпиадами вот так серьезно не занимались, конечно, это все новшество. То есть есть определенные олимпиадные методы. Вот, например, сегодня мы с учителями даже говорили про графики, говорили с детьми уже тоже про переходы в систему отсчета. Это те темы, которые в школе очень редко применяются, но именно большое количество олимпиадных задач, они направлены на просто конкретное применение метода. То есть видишь, там два тела движутся, сразу для тебя маячок такой, что надо перейти в систему отсчета. И примерно такие какие-то фишки, да, я иногда пытаюсь детям доносить. Но опять же, это если у них есть хорошая база. Многие собравшиеся здесь преподают физику не первый год. У Пятимат Евлоевой стаж 35 лет. Ее подопечные не раз получали призовые места на олимпиадах как регионального, так и всероссийского уровней. Но стандарты оценивания школьников меняются. На олимпиадах нередко вносят новые задачи, выходящие за рамки школьной программы, делится педагог. Здесь конкретно мы разбираем все новые задачи. Особенное внимание уделяется задачам Всероссийской олимпиады по физике. Мы знаем, что каждый учитель физики готовит своих учеников к этой олимпиаде, проходит несколько этапов, и школьный этап, и муниципальный, и региональный, а потом уже выходим на всероссийский этап этой олимпиады. И очень много нового мы здесь получаем, хотя только начало у нас, 2 дня только занимаемся, но тем не менее я для себя здесь узнала очень много нового. 36 лет физику открывает детям из Арифа Альянова. Несмотря на большой опыт в педагогике, учителю, как и ученику, никогда не поздно узнавать что-то новое. С этой целью и пришла на семинар. Любые курсы повышают квалификацию преподавателя. Работа сегодняшняя преподавателя заключается в том, чтобы усовершенствовать свои знания и умения. И согласно сегодняшнему федеральному государственному образовательному стандарту мы обязаны каждый день улучшать, заниматься над собой, то есть саморазвитие, самообразование – это и есть хороший толчок. В рамках образовательной смены в центре уже прошли лекции по математике, биологии и программированию. Такие семинары, организованные Минобррегиона с приглашением федеральных экспертов, ориентированы на учащихся. Они не только повысят их знания в точных науках, но и помогут занять призовые места на различных олимпиадах всероссийского уровня. Цель, которую мы преследуем, это расширить представление детей о технологиях, о методиках именно решения олимпиадных задач. Поскольку участие детей именно в этих направлениях позволит нашим детям поступать в лучшие технические вузы страны, повышать их конкурентоспособность, когда они получат статус абитуриента. И таким образом содействовать формированию технической элиты нашего региона. Минобррегиона планирует и дальше приглашать в регион экспертов в различных областях и продолжить работу по обучению педагогов передовым компетенциям по работе с одаренными детьми. Дана Плиева, Хамзат Халухаев. Новости 24.